Приветствую зрителей нашей компании. Я Влад Давыдов и корреспонденты Якутии-24. Сейчас подведем итоги сегодняшнего дня. Смотрите сегодня. Борьба с коронавирусом. Какова ситуация на сегодня? Сколько жертв по миру? И какая работа ведется у нас в Якутии? Добрый февраль. Общественники города откликнулись на акцию нашего телеканала. Как и чем помогли четвероногим друзьям? Орнаментальное искусство якутов. В столице открыли выставку личной коллекции Уллы Йоханссон, именитого ученого-этнолога. Пушкинский обед. В Якутске провели гастрономическую акцию в честь великого русского писателя. Какие новости в Южной Якутии? Обзор событий Алданского района в конце выпуска. Следственный комитет Якутии возбудил уголовное дело в отношении экс-директора компании «Саха-нефтегазсбыт». Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере. Прокуратура республики совместно с МВД и управлением ФСБ провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции. По данным следствия, бывшие директоры «Саха-нефтегазсбыта» и руководители компании «Нордспецстрой-1» по предварительному сговору искусственно завысили стоимость строительства нескольких автозаправочных станций по республике. Установлено, что в 2018 году между акционерным обществом «Саха-нефтегазсбыт» и обществом с ограниченной ответственностью СИС по ранее заключенному договору займа в размере свыше 29 миллионов рублей заключено соглашение об отступном, в качестве которого нефтегазовой компании передано имущество, оцененное более чем 30 миллионов рублей, при его фактической стоимости около 12 миллионов рублей. При этом, согласно данным проверки, соглашение об отступном заниженной стоимостью имущества на сумму порядка 18 миллионов рублей заключено в условиях заинтересованности генерального директора акционерного общества «Саха-нефтегазсбыт» при пособничестве генерального директора ООО «Нордспецстрой-1». Кроме того, согласно материалам проверки, путем предоставления в бухгалтерию акционерного общества «Саха-нефтегазсбыт» генеральным директором данного общества в составе группы лиц по предварительному сговору с генеральным директором ООО «Нордспецстрой-1» заведомо подложных документов о выполнении работ по строительству автозаправочных станций в двух населенных пунктах республики совершено хищение денежных средств общества в особо крупном размере на общую сумму более 59 миллионов рублей. Более 900 человек скончались от нового коронавируса. Это число уже значительно превышает число жертв атипичной пневмонии. В 2002-2003 годах она унесла жизни 774 человек. О текущей ситуации с коронавирусом и борьбе с этой болезнью в материале наших коллег из Рейтер. Число погибших от нового коронавируса на территории материкового Китая составило 908 человек. 97 из них скончались в воскресенье. Это данные Комитета здравоохранения КНР на утро понедельника. За пределами страны известно о 2 смертях в Гонконге и на Филиппинах. Заразившихся уже более 40 тысяч, порядка 300 человек из них вне Китая, в том числе 5 британцев, заболевших на лыжном курорте во французских Альпах. Все они, а также 6 их соседей по гостинице, госпитализированы и находятся под наблюдением. 2 местные школы закрыты, поскольку один из инфицированных – ребенок, посещавший занятия. Власти Франции заявили в воскресенье, что проверили более 100 человек, которые общались с больными. Результаты их анализов станут известны позднее. На круизном лайнере Diamond Princess положительный результат показали еще 60 человек. Общее число заболевших достигло 130. Об этом сообщили японские телеканалы со ссылкой на местные власти. Судно уже неделю стоит в Йокогаме после возвращения из 2-недельного путешествия. На его борту находится около 3700 человек. Пассажиров другого лайнера World Dream, которые провели 6 дней в изоляции в Гонконге, отпустили в воскресенье на берег.
Все 3600 человек на нем признаны здоровыми. 10 февраля граждане Китая должны выйти на работу по окончании новогодних праздников, которые были продлены из-за коронавируса. Многие фирмы разрешили сотрудникам работать из дома удаленно, но далеко не все. В понедельник в Пекин прибудет группа экспертов Всемирной организации здравоохранения, чтобы помочь Китаю оценить вероятные последствия вспышки заболевания. А ситуация с коронавирусом в Якутии находится на особом контроле у властей республики. Об этом заявили на сегодняшнем брифинге в столице. В целом в регионе зараженных новой коронавирусной пневмонией не зафиксировано. В Якутии сейчас проходит сертификация специальных аппаратов для тестирования коронавируса. После прохождения этой процедуры лабораторные анализы, которые сейчас направляются в Новосибирск, будут проводиться и у нас в республике. Сейчас подобные анализы 19 человек отправлены в Новосибирск, 12 из них, а это граждане, посетившие азиатские страны за последние 2 недели с симптомами ОРВИ. Коронавирус не выявлен. Анализы остальных пока в разработке. Об этом сообщила министр здравоохранения республики Елена Борисова. У оставшихся 7 числа направлены на исследование. В любом случае, даже при отрицательном результате мы их держим в стационарах в течение 2 недель по предписанию Роспотребнадзора Российской Федерации. И в дальнейшем они выписываются. И сегодня таких пациентов, которые уже выписаны, 6 человек. В свою очередь, вице-премьер республики Ольга Балабкина опровергла информацию о том, что для вновь прибывших из Китая граждан будет организован пункт наблюдения в перепрофилированном столичном санатории Абырал. Сегодня мы не будем там никого размещать и, соответственно, прекращать деятельность этого учреждения. А соответствующий, обсерватор организован в более небольшом месте и, соответственно, он будет носить временный характер. Поэтому я думаю, что гражданам относительно Абырала не стоит переживать. Абырал будет продолжать свою деятельность. Также наличие и цены на медицинские маски в Якутии находятся на контроле у Федеральной антимонопольной службы. Их количество заметно уменьшилось в связи с новостями о коронавирусе. Спрос на маски вырос и на фоне роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. ФАС необходимо повлиять на цены у оптовиков. К другим новостям, на территории села Иенгра Нерюнгринского района часто стали замечать волков. Это беспокоит местных оленеводов. Сюжет Екатерины Павловой. Санитары леса сегодня в период своего гона наиболее активны. Приближаются в населенные пункты, представляя опасность для сельского хозяйства и человека. Свидетели, видевшие волка на территории села Иенгра Нерюнгринского района, рассказали, как вел себя хищник. Он не боялся людей, его не пугали звуки автомобиля. Местные охотники проследили за волком и, опасаясь угрозы жизни, уничтожили его. Наши оленеводческие бригады, по крайней мере МУП «Золотинка», на данный момент из-за ситуации с волками вынуждены все ближе и ближе перекочевывать непосредственно к селу. А волки, они следуют за этими бригадами, то есть они идут за оленями. Ущерб от визитов волков значительный. За прошлый год в районе было затравлено 440 голов оленей. В рамках борьбы с хищником организованы денежные выплаты. За шкуру убитого волка полагается по 20 тысяч из республиканского и местного бюджетов. Капканами, петлями можно также применять еще препарат ремифон. Авиаотстрел довольно-таки эффективный метод, но это дорогостоящее. За 2019 год добыто у нас 27 особей волков, на сегодняшний день 1 особь. Общая численность по методу ЗМУ и анкетного опроса в прошлом году оценивалась в 150 особей. А в настоящее время мы не можем пока сказать, потому что зимний маршрутный учет как раз проводится вот в это время. Учитывая огромный вред, который волки наносят животному миру, регулирование их численности проводится круглый год. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. В рамках акции «Добрый февраль», объявленной нашим телеканалом, одно из направлений – это помощь нашим четвероногим друзьям. Сейчас в столичном пункте передержки бродячих животных находится 200 собак, и на всех этих животных теплых будок не хватает. Репортаж нашего корреспондента Александра Хавренко. Общественники города, откликнувшись на призыв нашего канала,
собрались, чтобы собственными руками изготовить несколько новых теплых будок для пункта передержки бродячих животных. Факт то, что 3 семьи Николай Николаевич Мартынов, союз отцов городской, да, Алексей Соколов, руководитель нашего телеканала, и известный блогер, недавно назначенный замминистром инноваций, Георгий Андреев, семьями пришли и, скажем, при наличии инструментов, материалов сделали своими руками необходимые для общества в данном случае вещи. Сегодня, в общем-то, не зря озабочены судьбой вот этих собак, но больше, наверное, судьбой ребятишек, которые ходят среди этих бродячих собак. То есть мы, на самом деле, боимся, да, вот за безопасность нашего города, в том числе вот детей, стариков. И вот эти бродячие собаки, они создают определенную опасность проживания, поэтому, да, их надо отлавливать, их надо содержать вот в этом пункте передержки, и чтобы они там себя чувствовали, хотя бы чуть-чуть комфортнее, чем просто, так сказать, там в каких-то металлических клетках, мы вот решили в том числе это и, подхватить этот, так сказать, флаг. Сегодня будки уже заняли свои места на территории пункта передержки. А значит, несколько четвероногих друзей переживут остаток зимы в тепле. Но на этом акция «Добрый февраль» и добрые дела не заканчиваются. Напомним, наш телеканал продолжает акцию, целью которой является прежде всего информационная поддержка и поиск решений в сложных жизненных ситуациях. Сусанна Рожина, Александр Хавренко, Семен Семенов, Якутск. Сейчас короткая пауза, буквально 40 секунд, потом вернемся и продолжим программу. Орнаментальное искусство якутов в столице открыли выставку личной коллекции Улы Йоханса, знаменитого ученого-этнолога. Пушкинский обед в Якутске провели гастрономическую акцию в честь великого русского поэта. И как дела в Южной Якутии? Обзор событий Алданского района в конце нашего выпуска. Работаем в прямом эфире. Это канал Якутия-24, программа «Итоги дня». Главным итогом реализации национальных проектов в Якутии должны стать качественные сдвиги в жизни якутян. Об этом заявил Айсен Николаев на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Необходимы новые подходы и перезагрузка всей системы, отметил глава республики. Также он добавил, что по итогам опросов ЦИОМа только 44% якутян немного знают о национальных проектах. Этого мало, поэтому задача Совета – усилить работу в этом направлении, используя возможности цифровых ресурсов. На территории региона сегодня реализуется 52 из 78 нацпроектов, инициированных президентом Владимиром Путиным. По итогам прошлого года на эти цели потрачено более 18 миллиардов рублей. Работа будет продолжена. На базе Центра компетенций проектного управления в прошлом году у нас обучилось более 400 государственных и муниципальных служащих. Стартовал проект «Муниципальные команды развития территорий» с участием 340 управленцев из 15 муниципалитетов. Проект, безусловно, надо продолжить, причем с участием общественников и предпринимателей в составах этих команд. Это очень важно для вовлечения сообществ, для организации общественного контроля на местах, неформализованного, не просто для галочки, так, а именно реального и силами самих жителей. И, конечно же, важнейший аспект – это открытость и прозрачность всех процедур по проектам, начиная с организации закупок до мониторинга результативности на всех этапах. Для этого необходимо обеспечить управление, сопровождение и контроль реализации нацпроектов в цифровом формате на базе администрации главы и правительства республики. Научно-образовательный центр под названием «Север» позволит привлечь инвестиции на Дальний Восток. Об этом заявил уже председатель правительства Якутии Владимир Солодов. Вопрос создания центра обсудили на стратегической сессии в Москве. Приняли участие представители научного сообщества и крупных промышленных компаний. При огромном инвестпотенциале Дальнего Востока число созданных и используемых передовых производственных технологий по округу составляет 42, это всего лишь 2,7% от общего показателя по России. Учитывая реализацию масштабных проектов, развития центра «Север» – одна из приоритетных задач, сказал Владимир Солодов. Он также добавил, что ученые займутся разработкой новых технологий в сфере добычи твердых полезных ископаемых, новых материалов, экологии, энергетики, медицины и многого другого.
В Ленском районе 3 направления работы социальной защиты населения с этого года были переданы в полномочия районной администрации. Теперь получением матпомощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оплатой ремонта и возмещением компенсации за лечение в санаториях и профилакториях занимается Управление по соцвопросам Ленского района. Что касается компенсации за оздоровление и отдых, ранее определенные категории жителей Ленского района могли воспользоваться бесплатными путевками, а только местного профилактория «Кедр». Но так как он расформирован, теперь можно проходить лечение или отдыхать в любом санатории на территории России. То есть механизм такой же, как он и был. То есть если вы к той категории подходите, а это у нас инвалиды 1, 2, 3 группы, не работающие, это у нас участники войны, это дети-инвалиды. Если вы приобретаете путевку, вот этой категории граждане, подчеркиваю, приобретаете путевку в любом из санаториев, профилакториев Российской Федерации, то вы имеете право получить компенсацию. Вклад якутских ученых в развитие науки страны имеет особую ценность. Об этом сегодня говорили на торжественном собрании научной общественности республики, которая завершила декаду, посвященную Дню российской науки. Сегодня ученые Якутии ведут научную деятельность практически по всем направлениям, не отставая от своих коллег из других регионов страны. Труды якутских ученых по изучению мамонтовой фауны, Арктики, Севера, добыче полезных ископаемых сегодня являются уникальными как внутри страны, так и во всем мире. В Якутске возложили цветы к памятнику первого якутского академика Владимира Ларионова. Ученому сегодня исполнилось бы 82 года. Его разработки и внедрение в области, например, сварочных процессов в условиях низкой температуры нашли практическое применение в крупнейших машиностроительных объединениях и компаниях. Например, таких как Уралмаш, БелАЗ, Алроса, Саханефтегазбыт, Якутуголь и другие крупные компании. Мы сейчас продолжаем ту же работу. Мы сегодня работаем с «Газпромом», «Транснефтью», с «Алросой». Очень хорошие контракты у нас есть. И это, как говорится, его традицию, вот в Фисеховске, мы сегодня это дело продолжаем. Естественно, нам здесь очень здорово помогает наш глава Ильдархан Айсен Сергеевич, правительство, Ил-Тюмен. Очень много содействует нашей деятельности, поэтому мы достаточно успешно работаем. С 10 по 23 февраля в историческом зале Национальной библиотеки будет работать выставка личной коллекции Уллы Йоханссон, именитого ученого-этнолога, автора монументальной монографии «Орнаментальное искусство якутов». В этой коллекции представлены редкие экземпляры научных трудов со всего мира, в том числе и самой Уллы Йоханссон. Подробнее в материале нашего корреспондента Саргалана Неустроева. Изучение якутской культуры Улла Йоханссон начала еще в середине прошлого века. Тогда, еще даже не побывав в республике, ученая смогла доказать истоки происхождения якутов. С тех пор этнолог с мировым именем начала тесное сотрудничество с якутским научным сообществом. Надо сказать, вообще пример в ее семье, отца, ее дяди, которые увлекались историей, беззаветно занимались наукой. Особенно вот ее дядя, который также был увлечен, значит, Сибирью, послужили тем самым прекрасным примером того, каким образом можно вообще служить науке, каким образом вообще нужно относиться к своему делу увлеченно, бескорыстно. В 2008 году легендарная монография этнолога была издана на русском языке, а уже в 2012 вышло переиздание с дополнениями. Вдохновившись энтузиазмом и признательностью якутян, Улла приняла решение подарить им личную коллекцию ценнейших научных трудов со всего мира. И, конечно же, мы должны были донести до народа вот такую истину научную, которая доказана на широчайшем материале. И мы, конечно же, и приложили все силы для того, чтобы книга дошла, правда, малыми тиражами, но дошла до народа. И так встречали ее, как космонавта встречали. В магазинах до нее расплачивались. Она подходит, там свой кефир какой-то, а за вас уже заплатили. Вот пряники тоже заплатили. В общем, они как-то следили за ней. Библиотека Уллы Йоханссон насчитывает более 4000 книг и научных журналов, а также художественных произведений, в том числе и русских писателей. В коллекции представлены и поистине раритетные экземпляры. Все они хранятся под стеклом, а самые молодые насчитывают чуть более 100 лет.
И все в открытом доступе для любого желающего. Свою поддержку Ула Йоханссон также оказала и молодым ученым из Якутии. В 2014 году она учредила именную стипендию, позволяющую в течение 6 месяцев проводить исследования в лучших научно-исследовательских институтах Германии. Стипендию Улы Йоханссон я взял в 2015 году. Год жил в Германии, работал в Институте этнологии в Гамбурге под руководством Отто Хабека. И в данный момент мы с ним, например, переписываемся, пишем статьи. Например, в этом году наконец-то вышла наша общая статья касательно мелиоративного дела Якутии. Безусловно, подарок такого уровня коллекции – это жест огромной щедрости, если не признание в любви якутскому народу. Ведь основу библиотеки Улы Йоханссон составила и коллекция ее родных отца и дяди, а некоторые книги вполне могли бы стать и семейной реликвией. Однако абсолютно точно известно, что Ула Йоханссон отдала себя науке, а этот дар – очередное доказательство. Саргалана Неустроева, Джулус Иннокентьев, Якутск. Попробовать блюда из литературных произведений, описанных великим русским поэтом Александром Пушкиным, можно было сегодня в Якутске в рамках гастрономической акции «Пушкинский обед». Сюжет Дмитрия Тымырова. 183 года тому назад, 10 февраля, не стало великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В память о нем в ресторане «Онегин» города Якутска любители творчества русского классика воссоздали тот роковой день дуэля. Пушкин стреляет. И дам тест. Помимо всего этого, участники необычной акции слушали стихи поэта в исполнении гостей, а также удостоились чести попробовать блюда, которые Александр Пушкин описывал в своих литературных произведениях. Мы очень досконально проработали наше меню для сегодняшней дегустации. Выбраны были все блюда, описывающиеся в поэме «Онегин». Я думаю, что нашим гостям сегодня понравится. Это были такие блюда, как ростбиф окровавленный, нетленный страсбургский пирог, золотой ананас, различные деликатесы и другие. Я попробовал ростбиф говяжий, окровавленный, очень нежный, мне понравилось. Еще хочу другие блюда попробовать. Вообще очень интересно, что проводятся такие мероприятия именно в день памяти Пушкина, что именно такое меню придумали в этом ресторанном холдинге. И как любитель литературы вообще оценила это мероприятие. Я попробовала пока только десерты, все очень-очень нравится. И хотелось бы, чтобы такие мероприятия проводились и в честь других поэтов, писателей. И вообще, чтобы такие мероприятия стали, наверное, у нас всегда постоянными. Ресторатор Александр Скрипин, один из организаторов акции, отмечает, что подобные мероприятия не только освежают память истории, но и сближают людей. Я однозначно говорю, что наши люди, наши якутяне, да, одни из самых креативных, одни из самых общительных людей, да, потому что здесь, когда мы сами себе делаем радость общения, радость встреч, да, и вот этот день, этот вечер, да, когда мы здесь все собрались, для того, чтобы был повод собраться с хорошими людьми, в хорошем общении, а плюс еще есть и хорошая еда. Как отметили организаторы акции, понравившиеся блюда, представленные сегодня здесь, могут попасть и в основное меню ресторана. Так что попробовать его могут и другие жители столицы. Дмитрий Тымыров, Григорий Николаев, Якутск. На этом выпуск завершаем. Далее смотрите обзор новостей и событий Алданского района. Слово передаю Татьяне Вахниной.